Я приветствую всех, кто сейчас слушает и смотрит канал ГРТ. Программа «Диалог в студии» в эфире. Для вас работаем мы, Валентина Чубан, и мой коллега-звукооператор Павел Арнаут. В нашей студии глава управления образования Гагаузии Наталья Кристева. И говорить мы будем обо всем, что связано с образованием. Наталья Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Приветствую вас в нашей студии. Предлагаю начать нашу беседу с темы, которая касается результатов экзаменов БАК. На прошлой неделе завершилась дополнительная сессия. В ней участие принимали ребята, которые по уважительной причине не приняли участие в основной сессии, те, кто не смог сдать некоторые экзамены, и задолженники с прошлых лет. Скажите, Наталья Николаевна, сколько человек принимали участие в дополнительной сессии и в целом какие результаты? Хочу начать с того, что всего у нас в экзаменационной сессии принимало 535 выпускников этого года. Было 35 задолженников. Действительно, ребята имели возможность сдать экзамены в основную сессию и в дополнительную сессию. И, воспользуясь своим правом, в итоге в дополнительную сессию должно было из выпускников явиться 72 человека. В основном все явились для пересдачи. И хочу сказать, что на сегодняшний день можно констатировать, что гагаузские выпускники достаточно достойно справились с этим непростым испытанием. У нас не сдало экзамен на степень бакалавра 33 выпускника. Из них 32 те, которые получили отрицательные оценки, один выпускник был удален с экзамена за то, что были обнаружены устройства, которые не должны были находиться во время экзамена. 33 выпускника. 502 получили, буквально последние получали в понедельник дипломы, подтверждающие степень бакалавра. Я хочу сказать, что из года в год процент сдающих ребят у нас в автономии растет. В прошлом году это было 92,5%, в этом году это 94% наших ребят, которые справились с экзаменационной сессией. Это с учетом дополнительной сессии? Да, это с учетом дополнительных сессий, апелляций и так далее. То есть это уже вот итог того, что мы имеем в этом году. И мы, конечно, всегда сравниваем наши результаты с результатами по Республике Молдова в целом. И также на протяжении последних 4 лет всегда процент сдавших экзамен в Гагаузии выше, чем процент сдавших по Республике Молдова в целом. В этом году по Молдове это 92%, а у нас в автономии это 94%. Конечно, мы не останавливаемся на достигнутом. Ставится задача 100% сдачи экзаменов, но у нас действительно очень специфическая ситуация с лицейским образованием в Гагаузии. Я хочу об этом сказать. Мне удалось побывать в этом учебном году во многих районах нашей республики. К сожалению, из-за ситуации в ковид в прошлые года этого не удавалось сделать, но мне всегда было интересно изучить, как работает система образования у нас в молдавских районах. Мы изучаем за границей, но хотелось бы посмотреть, как это делается у соседей. Так вот, во всех районах, в которых я была, это было около 13-14 районах, всего количество лицеев в районах 3-4 максимум. Причем эти лицеи находятся в районном центре, в селах. Это только вот в одном районе, в каком-то крупном селе был лицей. В селах вообще нет лицеев. То есть 3-4 базовых лицея в районном центре, куда свозят всех детей со всего района, принимают в эти лицеи со средним баллом 7,5 и выше. И только на таких условиях у нас же 22 лицея. 22 лицея практически... В 26 населенных пунктах. Да. И плюс мы никогда не делаем вот такой жесткий отбор. Он может быть где-то в городских лицеях, там, где ограничено количество мест.
Но в сельских лицеях берут ребят всех, кто хочет попробовать свои силы в лицейском образовании. Мы берем и с 5, и с 6. Поэтому вот этот результат, что у нас все равно процент выше, даже несмотря на то, что действительно есть определенная специфика. Более того, я бы хотела еще сделать акцент на том, что в школах с румынским языком обучения в Молдове везде сдают 4 экзамена на степень бакалавра. У нас классы реального профиля сдают 5 экзаменов, классы гуманитарного профиля сдают 6 экзаменов. Это значительная нагрузка. И тут можно сказать, что уже отрыв результатов гагаузских и молдавских, он уже больше. Он уже больше. Поэтому с учетом всего, что вот, отличает нашу специфику, конечно, мы довольны результатом, мы благодарны педагогам, мы благодарны ребятам, родителям за то, что вот сконцентрировались и достигли этого результата. Конечно, это работа не одного дня. И в сентябре мы запустили старт такого вот мониторинга по подготовке детей к экзаменам на степень бакалавра. Каждый лицей проанализировал очень тщательно все возможности, способности своих выпускников. В каждом лицее, в каждом классе была определена такая своеобразная группа риска для тех ребят, которые потенциально могут получить отрицательную оценку. То есть вот такой был первоначальный список ребят, на которых особо нужно сделать акцент. А сколько ребят вошли в этот список? Я вам скажу, что это было чуть больше 200 ребят. То есть в сентябре учебного года, да, 22-23. В начале учебного года 22-23 мы собрались с руководителями, каждый рассказал о ситуации. Были такие выездные консультации наших специалистов в каждый лицей, где предлагался план работы по подготовке ребят к экзаменам на степень бакалавра. И в связи с этим, конечно, началась такая вот системная плановая работа. И вот... Понимаете, это 200 человек, там, где учителя говорили о том, что здесь вот есть большая степень риска. И на сегодняшний день осталось 33 ребенка. У них есть шанс еще в течение 3 лет сдавать экзамен по тем дисциплинам, которые не удалось сдать. Это делается бесплатно. Нужно будет до 15 февраля подать заявку и готовиться. И я думаю, что при достаточной подготовке они справятся. Конечно, мы всегда говорим о том, что мы не ограничиваем при приеме в лицейские классы. Даже если у выпускника 9 класса недостаточно высокий балл, но у него есть желание обучаться в лицейских классах, он может себя попробовать. Но очень показательным должен быть 10 класс. То есть в 10 классе нужно дать понять ученику, каковы его возможности, какова степень риска того, сможет ли он сдать выпускной экзамен, не сможет. Но если уже ребенок пошел в 11, в 12 класс, то здесь, конечно, нужно приложить все усилия и дать все те необходимые знания, чтобы ребенок закончил лицейское образование, и эти годы не ушли впустую. Ну, практически каждый раз, Наталья Николаевна, когда мы с вами говорим на эту тему, вы отмечаете, что подготовка к экзаменам на степень БАК начинается в 10 классе. Конечно. И вот та работа, которую провели педагоги гагаузских лицеев по исключению ребят из этой группы риска, она наверняка будет продолжена. Требует Конечно. Ли она, на ваш взгляд и по мнению ваших коллег-педагогов, некой модификации, дополнений, чтобы этот результат был куда выше? В том-то и дело, что мы всегда призываем отойти от той практики, чтобы результаты экзаменов нас радовали только тем, что все сдали. Нам нужно демонстрировать качество знаний. То есть, если ребенку ставили в течение 3 лет в 10, 11, 12 классе 8, он должен быть уверен в том, что он на 8 сдаст экзамен. И для нас, конечно, это очень большой показатель. Вот мы всегда, когда анализируем, у нас будет сейчас много встреч на эту тему, мы всегда сопоставляем вот процент качества балла и средний балл за экзамены и процент качества знаний и средний балл за 3 года обучения.
Да, мы допускаем где-то разницу в 1 балл, но когда, допустим, разница в 2 балла и выше, то здесь уже возникают вопросы об объективности оценки знаний наших ребят. Значит, либо оценки были завышены, либо был не совсем правильный, точный подход к оцениванию знаний учащихся. И мы тоже обращаем на эти моменты внимание. И, конечно, дальше будем продолжать работу над тем, чтобы был стопроцентная сдача экзаменов. Ну и, конечно, чтобы дети подтверждали свои отметки, которые они получают в течение 3 последних лет. Но, вы знаете, в этом году нас тоже дети порадовали своими качественными результатами. Из 535 ребят, которые сдавали экзамен, 286 сдали со средним баллом от 7 до 10. 286 детей – это 53,5%. То есть это достаточно высокий процент качества знаний. Средний балл тоже в гагаузии повысился. То есть для нас был всегда рубеж вот хотя бы дотянуть до 7. Вот сейчас у нас есть такой средний балл. И мне отрадно утверждать о том, что действительно сегодня ребята стремятся, и педагоги стремятся к тому, чтобы не просто сдать, а хорошо сдать и подтвердить ту оценку знаний, которая была на протяжении 3 лет. Мы со своей стороны запустили еще 3 года назад, но 2 года уже более так финансово подкреплена эта программа стимулирования наших ребят и педагогов, чьи дети демонстрируют высокие знания на экзаменах на степень бакалавра. И если 3 года назад у нас было 2 девочки, которые сдали на 9 и 10, и было 4 педагога, которых мы наградили за то, что их дети хорошо справились с экзаменом, то в прошлом году у нас уже было 4 таких выпускника, которым мы вручили серебряные медали, мы вручили премию в размере 15 лей. У нас было 16 педагогов уже на 2-й год по внедрению этой программы, которой мы тоже готовим премии, дипломы от имени Башкана. И вот в этом году у нас уже 8 серебряных медалей и 1 золотая медаль. И количество педагогов с 16 выросло до 38. Те, кто действительно, чьи дети продемонстрировали высокий процент качества знаний на экзаменах. Поэтому это стимулирует детей, и мы намерены продолжать эти программы. Это окрыляет учителей, вдохновляет их. Поэтому я считаю, что такие вещи нужно отмечать. Мы, конечно, будем отмечать и лицеи, которые продемонстрировали высокий процент качества знания, 100% сдачу экзаменов. У нас таких лицеев 10, там, где ребята полностью все сдали экзамены. Поэтому качество знаний для нас – это один из главных приоритетов в нашей деятельности. И составляющие качества знаний, конечно, их много. Но прежде всего это профессионализм педагогов, это отношение самих детей к учебе, это хорошая материальная база в школе, потому что если школа современная, если классы современные, если учителя работают, используя новые технологии на современном оборудовании, то повышается и имидж школы, и сами дети начинают по-другому относиться к тем знаниям, которые они получают в таких школах. Поэтому это немаловажно. Безусловно, выигрыши каждый, конечно же. Ну и немаловажной составляющей является психологический комфорт при обучении в школах, взаимоотношения между педагогами, учащимися, взаимопонимание с родителями. Это тоже очень важная составляющая для достижения общей цели повышения качества знания. Это не требование, а может даже уже норма современности, конечно, да, Наталья Николаевна? Конечно, да. Стимулы, конечно, безусловно, важны, но есть и требования современного мира, которым молодежь хочет соответствовать. Насколько наша молодежь прогрессивна, Наталья Николаевна, на ваш взгляд? Мне кажется, что наша молодежь, она кардинально отличается с каждым годом. Это, говоря их языком, это нереально крутые ребята, которые абсолютно по-другому мыслят,
у которых своя оценка и свое жизненное измерение, которым невозможно насаждать какую-то вот свою определенную точку зрения. Это дети, с которыми нужно общаться, дети, с которыми нужно говорить, понять их, уметь выслушать их. И да, мы взрослые, мы должны где-то скорректировать их точку зрения, может быть, но это нужно делать очень корректно и тонко. И я уверена, что к любому ребенку можно найти подход, понять его, помочь ему в трудной ситуации. Вот сегодня миссия педагога как раз, наверное, заключается в этом. Вообще педагог в переводе с иностранного языка – это ведущий за руку. То есть он должен вести с собой ребенка. Не впереди, не сзади быть, а быть рядом с ребенком, помогать ему учиться, помогать ему достигать тех целей, которые нужны. Сегодня, к сожалению, мы, наверное, даже не можем и особо посоветовать что-то. Если раньше у нас была четкая определенность, да, какие профессии будут через 10-15 лет, к чему нужно стремиться, то сегодня мы понимаем, что те дети, которые учатся в начальных классах, при выходе со школы, наверное, большая половина профессий, существующих сейчас, их уже не будет. Поэтому сегодня наша задача научить ребенка ориентироваться в этом мире, развивать его критическое мышление, развивать в нем самоуверенность в себе, вот такую вот достаточную мобильность, разносторонность, вот эти качества раскрывать в ребенке. Ну, еще важны наверняка и возможности, предоставление этих возможностей и право выбора, потому как свободная молодежь у нас сегодня. Ребята все получили дипломы, подали документы. В вузы есть ли данные о поступлении? Вчера, например, Наталья Николаевна, мне было очень приятно узнать, две мои коллеги сообщили о том, что их сыновья поступили на бюджет в Технический университет Республики Молдова. Это такая вот новость, и я очень рада за моих коллег. В целом, какая картина? Есть ли уже данные? Вчера завершился первый этап только в вузах, и были объявлены первые результаты, но прием документов продолжается, поэтому мы в сентябре уже запрашиваем информацию по каждому выпускнику. Вот у нас уже 4 года я работаю, мы по каждому выпускнику имеем информацию, куда поступил этот ребенок, на какой факультет, в какую страну, как он продолжает обучаться, тем более, что у нас и программы работают, которые обязывают нас это делать. Поэтому мы эти итоги подведем в сентябре месяце, но мы неоднократно говорили и гордимся теми цифрами, которые есть, потому что количество детей, которые выбирают вузы Молдовы, наш Камрадский государственный университет из Гагаузии, он всегда растет, и если он 8 лет назад был около 30%, то сейчас он больше 84% в прошлом году был. Поэтому я надеюсь, что ребята и в этом году сделают выбор в пользу своей страны, своей родины. 22 лицея в Гагаузии, сказали вы чуть выше. Наталья Николаевна, скажите, сформированы ли уже 10 классы в лицеях автономии? Тоже этот процесс еще идет, потому что ребята стоят перед выбором. Кто-то выбирает средние профессиональные учебные заведения, а кто-то идет на курсы, а кто-то все-таки делает выбор в пользу лицейских классов. Пока этот процесс идет, зачисление и в первые классы, и в 10, он продлится до конца августа. Как-то он на данный момент отличается от предыдущих лет? Ну, если говорить о первоклассниках, их немного меньше, чем в прошлом году. В прошлом году это было около 1600, а в этом году у нас 1500 пока. Но у нас еще впереди целый август, и я думаю, что первоклассники еще будут поступать в школы, так же, как и лицеисты. Но, опять же, в лицейские классы есть требования по формированию классов. В лицее должно быть 2 профиля, должна быть наполняемость классов. И все это, конечно, влияет на общую работу школы, на ее финансирование, на подбор кадров, потому что, конечно, нам хочется, чтобы в каждом селе функционировал лицей, но может возникать проблема с педагогическими кадрами, поэтому
необходимо формировать правильно в соответствии с нормативами лицейские классы. Есть ли лицеи, где в ближайшее время может встать вопрос о смене статуса образовательного учреждения? Из-за того, что классы не набираются лицейские. В 2020 году мы изменили статус в 7 лицеях, придав им и узаконив тот статус, который был по факту, это гимназия. У нас сегодня в селе Чок-Майдан пока еще лицей, но 10 классы не набираются уже на протяжении многих лет, поэтому есть все предпосылки для того, чтобы поменять статус гимназии. Мы проведем консультации, примем решение, как быть. Может быть, если у них есть в планах все-таки возобновить набор в лицейские классы, то мы дадим такую возможность. Если они не собираются этого делать, то, конечно, во взаимодействии мы примем то решение, которое необходимо для этого образовательного учреждения. В остальных, в принципе, пока еще вот такая стабильная обстановка. Наталья Николаевна, вчера депутаты Народного собрания Александр Тарнавский и Михаил Железогло провели пресс-конференцию, на которой проанализировали, представили свой личный взгляд относительно работы, проделанной Ириной Влах, будучи башканом Гагаузии. И тут есть пару моментов, которые связаны с вашим профилем, с системой образования. Я хотела бы задать вам вопросы и на эти темы тоже. И начнем, наверное, с того, что было сказано депутатами, что обещано было сохранить все образовательные учреждения автономии, но в итоге были закрыты, оптимизированы 3. Это гимназия села Чешмекёй, это начальная школа села Баурчи и профессиональная школа муниципия Камрат. О том, почему все-таки были приняты эти решения, я хотела бы, чтобы вы сказали в нашем эфире. Если углубляться в программы, в обещания, то это обещание было сформулировано в первый мандат Ирины Федоровны. Когда приступили к выполнению второго мандата, в том числе я пришла в команду, таких обещаний не было, потому что мы понимали, что есть образовательные учреждения, в которых это необходимые процедуры, которые нужно сделать во благо этих же учебных заведений. Поэтому действительно было объединено 2 учебных заведения, то есть небольшое село, гимназия и лицей, которые видны с пригорков друг друга, видят, и здесь не хватает детей, и здесь 30% наполняемости помещения. Поэтому мы объединили, все педагоги остались при работе. Сегодня это хорошее учебное заведение, теоретический лицей. Кстати, в этом году они продемонстрировали хорошие результаты на экзаменах на степень бакалавра. 100% их выпускников сдали. Они молодцы, они сплотились, там хороший коллектив образовался, они очень активно участвуют в различного рода проектах, становятся победителями многих наших современных новаторских конкурсов. То есть, на наш взгляд, конечно, сначала это всегда болезненный процесс, но сегодня они настолько сплотились воедино, что вот те результаты, которые они демонстрируют, они как раз и доказывают, что, кстати, там очень большой первый класс набирается в этом году в этой школе. И нас радуют лицеисты, хотя там были года, когда не набирались классы, не было выпусков. Но сейчас вот такой образовательный центр в одном учебном заведении, и там идет неплохой учебный процесс, учебно-воспитательный процесс. Есть звонок в нашу студию. Давайте выслушаем нашего собеседника. Здравствуйте. Алло, добрый день. Добрый день. Беспокоит Кангаза Бессараб Иван Николаевич. У меня вот такой вопрос. Перед выборами в основном все используют нашу интеллигенцию, наших учителей, что если там кто-то иной станет у власти, будет оптимизация школ. Понимаете, дело в том, что я в Кангазе наблюдаю, что у нас есть 4 школы, которые сегодня функционируют. Они все неполные. И наши учителя все время боятся, что их оптимизируют, они останутся без работы. Я прекрасно понимаю, но если классы неполные, зачем этих учителей держать? У нас уже сколько учителей,
столько и у нас учеников. Это первый вопрос. Второй вопрос. Во время вашего правления у нас в селе Кангас исчез образовательное учреждение спецшкола. На мой взгляд, который сейчас больше нуждается, нежели когда-либо. Почему? Потому что сегодня очень много родителей уезжает, дети остаются на попечении бабушек, дедушек, и вы прекрасно понимаете, какое воспитание приносят дедушки и бабушки. Но в свое время самые воспитанные дети были у нас в селе Кангас. Это дети с школы-интернат. Всегда поздороваются, всегда были общительны. И последний вопрос вам лично. Как вы относитесь к того, что пропагандировать в школах гендерное равенство? Спасибо. Это был Иван Николаевич Бессараб. Да, я, к сожалению, по техническим причинам не услышала вопроса, но, пожалуйста, Наталья Николаевна. Спасибо, Иван Николаевич, за вопрос. У вас правильное понимание, действительно, что школы должны быть рационально укомплектованы, но если говорить о кангасских учебных заведениях, то две гимназии имени Варвары Топалы, гимназия Чебанова, они укомплектованы достаточно хорошо, практически на 100%. Есть проблема с использованием здания в лицее имени Тодора Занет. Там действительно очень много, 2 пустых крыла, где нужно, конечно, возрождать жизнь, дать ход учебному процессу. Молодотурецкий лицей в Кангазе также неплохо функционирует, и туда съезжаются дети не только с Гагаузии, но и из близлежащих районов. Это сложные вопросы, и мы, в принципе, анализировали их в каждом селе. У нас есть еще села, где по несколько школ, но вот если говорить о Кангазе, когда мы обсуждали этот вопрос, действительно, протяженность села достаточно высокая, и дети ходят с конца села в гимназию. Если, допустим, кого-то объединять, есть такая возможность, это будут большие неудобства. То есть прежде чем принимать какие-то такие кардинальные решения, это нужно совместно с органами местного публичного управления организовать транспортную сеть, подвоз детей, потому что идти больше 3 километров ребенку маленькому с одного конца села в другой – это достаточно сложно. Эти все вопросы изучаются, это очень болезненные вопросы, но мы их потихоньку решаем. Если говорить о вспомогательной школе, это, к сожалению, школа не в нашем ведении была, эта школа была в ведении Министерства образования, и мы не имеем отношения к закрытию ее, но есть национальная программа, которая направлена на то, чтобы... Во-первых, это школа не для тех детей, которые остались без мамы и папы, потому что они уехали на заработки. Это школа для детей с особыми образовательными потребностями. И сегодня мировая практика такова, что все-таки убеждаемся мы в том, что эти дети, социализируясь, попадая в общеобразовательные школы, если действительно подходить очень грамотно, очень тонко к обучению, к воспитанию этих детей, то есть хорошие прогрессивные результаты, когда они становятся полноправными членами школьного сообщества, они раскрываются, где-то есть прогресс в их лечении. Это очень такая сложная, болезненная тема, хотя лично мое мнение, я, например, считаю, что все-таки у родителей должен быть выбор, и если он хочет, чтобы его ребенок с особыми образовательными потребностями обучался вместе со всеми, у него должна быть такая возможность. Если родители считают, что для его ребенка это неприемлемо, болезненно, либо какие-то другие причины, у него должна быть альтернатива выбора специализированного образовательного учреждения для своего ребенка, где будут предоставляться специализированные медицинские услуги, реабилитационные, образовательные и так далее. Ну, насколько я помню, вы обращались. Да, мы неоднократно обращались для того, чтобы это учреждение было передано на баланс. По поводу Канганского интерната, по поводу Чедрлунского интерната. К сожалению, очень многие вопросы оставались неразрешенными. Очень часто смена власти была, и каждую
вновь приходящую власть мы пытались опять все это убедить, рассказать, раскрыть. Сейчас новый министр, мы опять, конечно, будем поднимать эти вопросы и стараться решить, но сегодня есть и другие альтернативные формы для таких детей, которые остаются без попечения родителей, для детей, которые находятся в ситуации риска. У нас во всех крупных населенных пунктах открываются такие центры. Тоже, на мой взгляд, может быть, не стоит их сильно дробить, как-то саккумулировать локации так, чтобы можно было действительно там предоставлять качественные услуги. Но это проблема нашего общества, и, конечно, наш слушатель прав, что таким детям должен быть особый подход, особое внимание, потому что не всегда, да даже при наличии родителей, дети получают то, что они должны получить. Спасибо. Вернемся к разговору о пресс-конференции депутатов Тарнавского и Железогла. Здесь же речь шла и о том, как исполняется закон о расширении сферы применения гагаузского языка. Депутаты подчеркнули, что на их взгляд и привели свои аргументы относительно того, что этот закон не исполнялся в полной мере. В документе, вы знаете, Наталья Николаевна, что есть меры, которые касаются и образовательных учреждений. Например, что 2 предмета по выбору образовательного учреждения должны преподаваться на гагаузском языке. Это физическое воспитание, музыкальное воспитание, технологическое и изобразительное искусство. Есть еще ряд мер. Скажите, по вашей оценке, в школах этот закон насколько исполнялся? И качество исполнения каким было? Да, к сожалению, я еще не успела полностью прослушать конференцию наших депутатов. Я ее обязательно послушаю. Если говорить о эффективности этого закона, я бы назвала его эффективным. Потому что это был действительно такой толчок к пониманию, другому восприятию той ситуации, которая сложилась в нашем обществе. И для нас каждая статья этого закона – это норма, которую нужно выполнять. И мы постоянно к нему обращаемся, стараемся следовать всем тем постулатам, которые в нем утверждены. На что бы хотелось обратить внимание? Есть статья, которая определяет создание языковой среды в учреждениях дошкольного образования. Что она требует? Она требует, чтобы руководители создавали языковую среду через общение персонала с детьми на гагаузском языке в течение дня. Чтобы элементы изобразительного искусства, они присутствуют в каждом занятии, да, изодеятельность это называется в детских садах, чтобы вот этот элемент изодеятельности также был на гагаузском языке. Чтобы демонстрировались мультфильмы на гагаузском языке, чтобы читались сказки на гагаузском языке. Мы работаем в этом направлении, и в этой же статье говорится о том, что по совершению обучения в детском саду идет оценка речевой компетентности выпускников детского сада. Есть шкала, заполняется шкала речевой компетентности ребенка. Эти данные как раз уже являются одним из показателей эффективности деятельности. Вот мы 3-й год подводим итоги, и в каждом детском саду заполняется такая шкала речевой компетентности ребят, и мы премируем те детские сады, там, где наибольшее количество детей на очень хорошо говорят на своем родном гагаузском языке. То есть эта статья у нас реализуется в детских садах. У нас идет программа билингвального обучения. 1 день на румынском языке, 2-й день зеркально на гагаузском языке отражается весь тот материал. Плюс, конечно, проводится масса мероприятий. Закон требует, чтобы сценарий и репертуар утренников и различных мероприятий содержал в себе материал на гагаузском языке не менее чем 50%. Сейчас говорить о том, что везде, в каждом детском саду выполняется эта норма, я не возьмусь, но в большинстве своем эта работа поставлена достаточно хорошо, и вы сами видите, вы освещаете эти мероприятия.
У нас действительно это детям нравится, это нравится педагогам, менеджерам, поэтому используется материал на родном языке во всех проводимых мероприятиях. Поэтому здесь, конечно, нужно работать еще дальше в том направлении, чтобы это было повсеместно в детских садах, чтобы везде был квалифицированный персонал, чтобы на родном языке говорили не только преподаватель, преподаватель гагаузского языка, но чтобы говорил весь персонал, начиная от менеджера и заканчивая дворником, чтобы они постоянно создавали вот такую языковую среду общения. Если говорить об изучении отдельных дисциплин в учреждениях до университетского образования, то есть это школы, то у нас преподается история, культура, традиции гагаузского народа, гагаузский язык на гагаузском языке. И закон обязывал нас запустить процесс изучения предметов технологическое воспитание, изобразительное искусство на гагаузском языке. И вот постепенно мы дошли до завершающего этапа. В этом году у нас уже будет полный цикл начальной школы преподавания этих двух дисциплин на гагаузском языке. То есть это был до сих пор 1, 2, 3. Вот сейчас третьеклассники переходят в 4 класс с преподаванием на гагаузском языке этих дисциплин. И мы набираем первоклассников, для которых тоже эти две дисциплины будут вестись на гагаузском языке. Но я хочу сказать, что мы пошли дальше. И хотя этого требования нет в законе, но мы для себя сделали вывод о том, что вот эти дети, которые приходят из детских садов вот с таким билингвальным подходом, останавливаться на этом нельзя, и нужно создавать и в учебных заведениях тоже похожую среду, где бы вот был элемент многоязычия, чтобы дети не только на языковых дисциплинах изучали языки, но и максимально расширить сферу употребления родных языков, государственного языка, иностранных языков. И вот 2-й год мы вводим элементы многоязычного образования. У нас из 45 школ в 27 около 3000 детей изучают другие дисциплины, не языковые, на гагаузском языке. То есть у нас есть даже математика, у нас во многих школах есть физкультура на гагаузском языке, познание мира, гражданское воспитание, развитие личности, духовно-нравственное воспитание. То есть суть в чем, что если педагог владеет хорошо родным языком, он постепенно, это не говорит о том, что сразу 100% материала дается на гагаузском языке. Он постепенно, он чувствует класс, он понимает, то есть главная задача все равно на математике обучить математике. Но в то же время перед педагогом стоит задача расширить сферу употребления родного языка, государственного языка. Есть преподавание некоторых дисциплин на иностранном, на английском языке. Это нравится детям, это приветствуется родителями. Поэтому мы буквально несколько месяцев назад предложили свои поправки в этот закон о расширении сферы применения гагаузского языка и предложили, вот в чем не работает сегодня закон. Здесь предусмотрены поощрения для педагогов, которые преподают гагаузский язык, преподают на гагаузском языке. Но здесь немножко так есть такой дискриминационный момент. Предусмотрена оплата только для тех, кто преподает изобразительное искусство, технологическое воспитание на гагаузском языке. Мы же предлагаем поощрять всех педагогов, которые берутся за этот подход, которые берутся за то, чтобы преподавать на гагаузском языке, которые самостоятельно разрабатывают планы этих уроков, подбирают материалы и так далее. Это достаточно... То есть билингвальный формат, он только набирает обороты. И конечно, нужен тут же стимул. Поэтому вот здесь, конечно, нужны поправки в этот закон, чтобы поощрялись все педагоги, которые, я думаю, что это будет и их стимулировать, и будет хорошая мотивация для того, чтобы расширить, увеличить процент дисциплин, которые будут преподаваться на гагаузском языке. Мы много сделали работы с научно-исследовательским центром, с Камрадским государственным университетом. То есть вот именно по этим двум дисциплинам были разработаны словари, был разработан куррикулум, переведены учебные материалы. Сегодня у педагогов 1-4 класса есть разработанный план урока каждого урока.
Понимаете, как легко это сделать? Да. Это серьезное подспорье это для педагога. Это серьезное подспорье. То есть у них готовый, разработанный план урока на гагаузском языке. Он может где-то что-то поменять, какие-то свои элементы добавить и так далее. Вот такой же подход должен и идти дальше по другим дисциплинам. Это кропотливый труд, он требует научного подхода, он требует методологического подхода. Но у нас есть желание это делать, и мы это будем дальше развивать. Поэтому, конечно, нужно, мы обсудим с депутатами, и я думаю, что мы внесем некоторые изменения. Есть фонд по спасению гагаузского языка, откуда можно выплачивать все эти надбавки. Есть немножко у нас проблема с выплатой стипендий. Мы говорили с вами когда-то об этом. Действительно, в законе очень узко формулируется направление, студенческое направление, по которым выплачиваются эти стипендии. То есть очень четко написано гагаузский язык и литература. Вчера этот вопрос был обсужден на комиссии по образованию, если я правильно формулирую название постоянной комиссии Народного собрания, и, возможно, будет включен этот вопрос в повестку дня. Здесь нужно немножко 4 расширить. августа на заседании. Может быть, расширен чуть-чуть и внести корректировку, чтобы у нас были законные основания. То есть, когда закон принимался, тогда была такая специальность, и был набор на эту специальность. Сейчас, к сожалению, нет такой узкой специальности, но есть такие двойные специальности, русский язык, допустим, и гагаузский язык и так далее. Поэтому я думаю, что мы тоже здесь можем решить этот вопрос. Наталья Николаевна, вы говорите, что эффект от этого закона, конечно же, есть, но все-таки наше общество не отрицает, что уровень владения гагаузским языком среди нашей молодежи не тот, какой мы хотели бы видеть. И мы недавно говорили на эту тему в этой студии с доктором филологии из Гюллю Каренфил, которая предположила, что, возможно, проблема в том, что слишком сложна программа изучения гагаузского языка. Есть экспериментальный куррикулум для начальных классов по изучению гагаузского языка. Продолжена ли будет эта практика уже в среднем, в гимназическом цикле и в лицее, чтобы как-то изменить программу, стимулировать молодежь изучать гагаузский язык? Смотрите, не все так плохо, как иногда преподносится. У нас, если мы анализируем итоги экзаменов на степень бакалавра, у нас 100% сдача экзамена по гагаузскому языку и самый высокий процент, то есть самые высокие оценки по гагаузскому языку, по турецкому языку, в молодотурецких лицеях. И есть ребята, которые владеют очень на высоком уровне. Плюс они выбирают язык, они хотят его сдавать. Конечно, есть та проблема, о которой вы говорите, она была очевидна давно. К сожалению, программы школьные построены так, что они рассчитаны на детей, для которых это действительно родной язык, единственный родной язык, который с рождения до 1 класса говорили на гагаузском языке. И вот они пришли в школу с полным пониманием, знанием языка. Свои знания. И вот дальше в 1 классе они начинают изучать алфавит, писать, читать, учить и так далее. То есть они корректируют уже в нужной форме свои знания. К сожалению, эта программа, она не рассчитана на детей, для которых он остается номинальным родным языком и с которыми в семье на этом языке не говорили. Поэтому детки, приходя в 1 класс, их родители, они сталкиваются с большими проблемами, потому что действительно материал сложен для восприятия, сложен для подготовки этих детей. И складывается такое неприятие, нежелание учить. Что мы сделали? Мы об этом много говорили. 2 года назад мы создали группу, состоящую из учителей-практиков и наших ученых, которые разработали другой подход, построенный на развитии коммуникативных навыков. То есть задача в 1, 2, 3, 4 классе, согласно этого нового подхода, научить детей говорить. То есть урок – это урок общения. Не заставлять писать, учить правила и так далее. Это тоже какие-то элементы, конечно, не сохраняются и так далее. Но мы все понимаем и осознаем важность того, что ребенок должен сначала овладеть достаточным словарным запасом, заговорить на языке, а потом
его уже углублять в какие-то грамматические азы и так далее. Ну и семья, конечно же, играет важную роль. Да. Поэтому этот куррикулум был опробирован в этом году. Мы выбрали 3 городские школы и 2 сельские школы, чтобы понимать, потому что уровень владения языком в городах и школах, в городах и селах различный. Очень хорошие результаты. Мы проводили срез, как дети 1 сентября владеют языком, как они сейчас на конец года. Результаты впечатляют. И мы направили этот куррикулум для утверждения в Национальной комиссии по куррикулуму. Если он будет утвержден на основании всех тех наших результатов, которые мы представили, то, возможно, мы начнем уже повсеместно с 1 класса во всех школах внедрять вот такой новый подход, более облегченный, более интересный для детей и тот, который будет им под силу. Я думаю, что вот это напряжение, эти проблемы с изучением языка, они при таком подходе, конечно, снимутся. Но здесь, опять же, очень большая роль педагога в этом процессе. И если педагог влюблен в свое дело, если руководитель образовательного учреждения хочет добиться результата в этом направлении, то у них все получается и есть результаты. Но я все равно вот наблюдаю за нашими ребятами, отношение к родному языку, к гагаузскому языку, оно меняется. Оно меняется, и слышишь, особенно вот младшее, среднее звено, присутствуешь на мероприятиях и восхищаешься тем, как дети говорят, как дети много знают, да и старшеклассники, знаете, у них тоже уже вот становится, должно быть модным общаться на родном языке, и я думаю, что если мы будем все вместе, с правильным пониманием, с правильными подходами делать каждое свое дело, то мы придем к хорошему результату, тем более, что вот был национальный социологический опрос, этнобарометр в 2020 году. То есть вы помните, что в 2014 году гагаузский язык был включен в атлас языков, находящихся под угрозой исчезновения. Вот в 2020 году тоже национальные эксперты провели исследование, называется «Этнобарометр 2020». И вот там уже мы видим, что показатели меняются, отношения меняются. То есть количество людей говорящих, осознающих важность развития своего родного языка, этот процент повышается. И я думаю, что потихоньку мы достигнем результата. Ну, включение гагаузского языка в список исчезающих, наверное, должно сплотить наше общество. Конечно, это ради изменения этой ситуации в лучшую сторону, конечно же. Еще есть немного времени у нас с вами, Наталья Николаевна. Я хочу спросить у вас, как изменились образовательные учреждения за это лето? Условия насколько лучше стали для учащихся? Ну, за одно лето... Может, это еще в процессе где-то, да? Да, за одно лето изменить кардинально сложно что-то, но меня радует тот факт, что до 1 сентября, я думаю, что мы закончим еще в 3 учебных заведениях, в последних наших учебных заведениях, строительство санитарных узлов, внутренних санитарных узлов, там, где это не было. И до 1 сентября мы закроем вопрос, и снимется проблема в том, что у нас есть какие-то учебные заведения, в которых нет внутренних санитарных узлов. Это уже единицы образовательных учреждений. Да, это 3 школы, в которых сейчас идут работы на 50-60%, но меня менеджер заверяет, что к сентябрю эти будут работы завершены. Выделены деньги из центрального компонента на капитальный ремонт спортзала в лицее, в гимназии «Детский сад» имени Демиреля в Камрате. Выделены деньги на полную замену отопительной системы в лицее Барановского. Это тоже очень такие дорогостоящие проекты, которые решат большие проблемы в этих учебных заведениях. Ну, конечно, выделены средства, запущены процедуры по ремонту кровель
ремонту кровли в 16 наших учебных заведениях. Сейчас идет вот такая подготовительная работа, то есть объявлены тендеры согласно закону, все это идет по своей процедуре. Конечно, немножко мы запоздали с этим процессом, но я очень надеюсь, что мы сможем реализовать эти проекты, и это очень большой будет толчок, прорыв вот в инфраструктурном отношении. То есть кровли – это та проблема, с которой школа сама не справится. Здесь либо нужно включиться очень активно в проектную деятельность, но там тоже великие риски и временные, и фактические. Поэтому здесь, конечно, вот то, что мы нашли понимание и поддержку со стороны депутатского корпуса и дали дорогу этому проекту, мы, конечно, очень благодарны. И сейчас школы как раз занимаются вот этими процедурами. Ну, это объемная работа, это достаточно сложная. Работа, конечно. И надо понимать, что в августе она выполнена не будет в полном объеме. Как после, если работы будут вестись во время учебного года, будете обеспечивать безопасность учащихся? Практика ведения таких работ во время учебного процесса есть. И я думаю, что будут предприняты все меры для того, чтобы обеспечить безопасность ребят, чтобы исключить всевозможные там природные какие-то моменты, когда все это может навредить школе. Будем решать проблемы по мере их поступления уже. К сожалению, имеем то, что имеем, и имеем те сроки, которые имеем. У нас совсем немного времени. Может, что-то хотели добавить относительно изменений в школах? Я хотела бы напомнить, что у нас в автономии работает еще один новый закон. Закон называется «О социальной выплате для учащихся публичных учреждений образования». То есть это первый... Это я забыла о главном. Главный вопрос подготовила. Второй год, в прошлом году мы эти выплаты произвели в декабре, но на то было разрешение закона. Был такой переходный момент, что действительно в прошлом году вот мы с неким опозданием получили родители пособие. А что касается этого года, то закон предполагает, что с 1 по 15 августа родители могут обращаться в свое учебное заведение, в свою школу и написать заявление о том, что они хотят получить вот эту социальную выплату. Всем гарантирован размер в 1000 леев. Есть категория социально уязвимых семей, это семьи с 3 и более детьми, семьи с детьми при наличии одного родителя, семьи, в которых один из членов является лицом с ограниченными возможностями, либо семьи, имеющие статус опекуна-попечителя. Если семья предоставляет документы, подтверждающие этот статус, то они могут претендовать еще на дополнительную выплату в размере 500 леев, итого 1500 на ребенка. То есть к родителям обращаюсь. Мы уже настроили наши школы, напомнили им об этой процедуре. Идет прием заявлений на эти выплаты, и мы постараемся в сроки, обозначенные законом, начать все эти процедуры. Форма заявления стандартная, стоит только обратиться. Да, стоит обратиться в школу, вам все предоставят. Обращаться может родитель, обращаться может законный представитель, то есть он должен подтвердить, что он действительно законный представитель. Обратиться может совершеннолетний учащихся, то есть мы знаем, что у нас старшеклассники есть совершеннолетние, они тоже могут самостоятельно обратиться, либо какое-то другое лицо на основании доверенности, которое заверено в надлежащем порядке. Это снова безналичные перечисления, правильно понимаю? Возможно, разные варианты, но у нас большинство наших детей имеет карточки банковские. Приходят первоклассники, приходят 10 класс, то есть какие-то, конечно, появятся ученики, у которых нет. Здесь по выбору родителей, школы возможны как безналичный, так и наличный расчет. То есть ограничений нет. Наша задача перечислить. Я вас благодарю за это интервью. В особенности благодарю, что вы сказали сейчас в завершении программы об этой теме, потому как я действительно упустила вопрос. Вот он, а я не задаю. Спасибо всем. Спасибо, Наталья Николаевна. Всего доброго и до скорых встреч в эфире ГРТ. Всего доброго.